Если добавить в эту краску и погладить, то вещь будет с новым рисунком. Робот Даша не только сам гладит, но и меняет форму вещей и зашивает прохудившуюся одежду. Для любой домохозяйки он незаменимый помощник. Его создатель Даша Кулинич, воспитанница Эшвинского дома творчества, над своим проектом работала почти месяц. Говорит, собрать нетрудно, трудно красиво подать. Очень трудно придумать название, очень трудно придумать идею. Вот это очень самое сложное. Очень долго они придумывали, что они будут представлять. Ну, потом все пошло как по маслу. Ребята очень творческие, активные, умные, и у них все очень получилось быстро и здорово. В таком умном доме проблемы с доступностью для людей с ограниченными возможностями однозначно не будет. Здесь за них все сделает робот. Это уже задумка учеников 35-й школы Сыктывкара. Артем Карпов и Егор Сангин практически всегда работают в тандеме. Один механик, второй программист. Несмотря на юный возраст, ребята в совершенстве владеют техническим языком. Робот состоит в основном из деталей Arduino. Тут присутствует датчик расстояния, датчики света. Он сделан из пластика, двигатели с колесами и сам микроконтроллер Arduino. Дом состоит из двух датчиков расстояния, один инфракрасный, другой ультразвуковой. А еще Егор мечтает изобрести робота-помощника для мамы, чтобы умел готовить, убирать, в магазин ходить. Впрочем, в этом его уже опередили коллеги по конкурсу. Правда, пока их дроид в виде мини-конструктора. Уровень работ представителей жюри откровенно порадовал. Главные требования – создать многофункционального робота, строго держаться заданной темы и представить презентацию. Выполнили все. Отсева не было, то есть мы принимали заявки от всех, жестких требований не было. То есть здесь достаточно комфортные условия для участия, то есть здесь можно было направить разработку, созданную из конструктора простейшего, также из конструктора, который уже с использованием высоких технологий. То есть здесь такого жесткого отбора не было. Но еще раз повторю, что это начало, это первый наш опыт. Инициатором робототехнического конкурса выступила компания МТС. Ее комплексная благотворительная программа «Поколение М» с 2011 года помогает и в лечении тяжелобольных ребят, и в развитии творческих способностей детей из всех регионов России, будь то танцы, актерское и вокальное мастерство. А сейчас вот робототехника. Очень важно принимать участие в развитии как раз-таки молодого поколения, поскольку это наше будущее. Очень приятно, что дети не только интересуются современными технологиями, но принимают активное участие в их развитии. И мы действительно видим, что сегодня представлено много достаточно интересных работ. Для нас, безусловно, очень важно, что здесь участвуют дети не только из республиканского центра, но и из наших удаленных городов. Воркута, Усинск. Мы обеспечиваем для них совместно с региональным центром робототехники возможность дистанционного участия. А для республики еще один шаг в развитии робототехники. Это направление активно используется в программах и детских садов, и школ, и центров дополнительного образования. Стоит сказать, что у нас, во-первых, несколько центров в республике уже существует по развитию различных направлений робототехники. И в Воркуте, и в Сыктывкаре, и в Сосногорске. И действительно дети активно принимают участие в данных мероприятиях. Проводится очень много мероприятий различного уровня, но они направлены, опять же, на популяризацию, на то, чтобы дети обменивались мнениями друг с другом, понимали, куда кто развивается и действительно генерировали какие-то новые идеи. Победителю роботостанции достанутся виртуальные очки и возможность попасть на федеральный этап, главный приз которого – стажировка в Москве в робошколе. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.